Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей между кандидатами, участвующими на выборах президента Кыргызской республики. Во время жеребьевки стало известно, что теледебаты на ОТРК пройдут в два тура. Первый состоится 28-30 декабря, второй тур 6-8 января 2021 года. Кандидаты на должность президента имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиоорганизаций и печатной площади, в государственных периодических печатных изданиях. Указанное эфирное время должны приходить на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию с 20 до 24 часов. Перед Кыргызстаном стоят уникальные выборы президента. Впервые в истории страны они проходят в зимний период, в январе. Участие в них граждан стоит под вопросом, потому что это происходит после того, как состоялись парламентские выборы, уверен гражданский активист Айболот Айдосов. Он считает, что основная предвыборная борьба развернется между 4-5 кандидатами. И доверие народа сейчас очень низкое к власти, к государству, к политикам. Вот в этих условиях, чтобы выборы прошли честно, чтобы люди пришли на выборы, это очень большая задача для штабов этих кандидатов. Несмотря на эти тяжелые условия, сегодня участвует 18 кандидатов по последним данным, которые получили удостоверение. Среди них можно выделить как основных фаворитов это Садыр Джапаров, Адахан Мадумаров, Абдил Сегизбаев, Канат Исаев. От имени молодежи может быть Бакыта Калмаматова. Но нельзя исключать и других кандидатов, потому что мы их, честно говоря, не знаем. Несомненно, выборы в Кыргызстане показывают, что самое больное место в социально-политической жизни страны – это подкуп голосов избирателей. Но на этот раз подкуп будет минимальным, уверены эксперты. По их мнению, фавориты президентской гонки, такие как Адахан Мадумаров и Садыр Джапаров, не допустят такой негативный ход выборных событий. Во-вторых, нынешнее политическое положение Кыргызстана тоже в какой-то степени явно показывает негативность такой тенденции. И в-третьих, сами избиратели, я думаю, наконец-то подумают о том, что это не тот путь, не тот ход в политической нашей жизни, который обеспечит устойчивое развитие в экономике, в политике, в социальной жизни. Они осознают свой гражданский долг, и на этот раз будет подкуп минимальным. Стоит отметить, досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Изначально о намерении участвовать в выборах заявили 65 человек. Подписные листы сдали только 20 человек, из которых предвыборную гонку продолжат 18. Вместе с президентскими выборами 10 января пройдет референдум о выборе формы правления в стране. Кыргызстанцам предложат выбрать между президентской и парламентской системой, отмечают эксперты. Азамат Кенжешев, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.